Под руководством председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, состоялось заседание исполнительного органа государственной власти города по итогам социально-экономического развития города Душанбе в 2021 году и задачам на 2022 год. На заседании было отмечено, что в прошлом году в рамках 30-й годовщины Дня государственной независимости страны были соорудированы и сданы в эксплуатацию 182 юбилейных объектов на общую сумму 7 миллиардов самани. Объем промышленного производства увеличился на 114%. Инвестиции в основной капитал увеличились более 1 раза. Товарооборот на 115%, платные услуги на 123%, транспорт на 104% и валовый внутренний продукт достиг 19%. В ходе анализа итогов развития энергетического комплекса столицы было отмечено, что теплоэнергетические станции выработали 1,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 884 тысячи киловатт-часов больше, чем за аналогичный период прошлого года. За последние 5 лет в столице были реконструированы 162 километра автодорог. В этом году из Италии будет завезено 110 лабораторных единиц для испытания дорожно-строительных материалов, и все эти меры направлены на повышение качества дорожно-строительных работ. В ходе проверки транспортной отрасли столицы уважаемый Рустами Эмомали отметил, что в прошлом году всеми видами транспорта было перевезено 280 миллионов пассажиров, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целях реконструкции муниципального парка в рамках сотрудничества с Китайской Народной Республикой подписано соглашение о ввозе технической помощи 466 муниципальных автомобилей на сумму 415 миллионов самани. В прошлом году в столицу было доставлено 413 единиц коммунальной техники, остальные 53 машины будут доставлены в этом году. За последние 5 лет в столице введены в эксплуатацию 27 общеобразовательных учреждений на 45 тысяч мест в 2 смены и 12 дошкольных учреждений на более чем 2000 мест, то есть проблема нехватки ученических мест полностью решена. В настоящее время в городе ведется строительство еще 22 общеобразовательных школ на 40 тысяч мест и 19 дошкольных учреждений. За последние 3 года набор учащихся в общеобразовательные школы столицы достиг 80%. В прошлом году учащиеся активно участвовали в республиканских и международных олимпиадах и завоевали 773 медали. Кроме того, ежегодно одаренные ученики и студенты получают стипендии председателя города. В связи с этим уважаемый Рустами Эмомали предложил провести языковую олимпиаду для школьников на городском уровне под названием «Знание языка, познание мира», а также олимпиаду «Наука. Венец всех ремесел» по естественным, точным и математическим наукам. За последние 5 лет медицинские учреждения города были обеспечены 35 современными машинами скорой помощи и новым диагностическим оборудованием за счет средств резервного фонда председателя города. В прошлом году для предотвращения пандемии коронавируса было завезено более 1 миллиона доз вакцины. И на сегодняшний день вакцинировано 725 тысяч жителей города, что составляет 100% целевой группы. На заседании также обсуждалась тема повышения статуса женщин и молодежи и их роли в обществе, содействия образованию и профессиональному обучению и обеспечения их работой. В настоящее время в столице ведется строительство ряда современных спортивных объектов, в том числе большого стадиона на 30 тысяч мест и 135 спортивных площадок. За последние 5 лет в столице построено 262 спортивные и детские площадки, которые эффективно используются жителями столицы, в том числе молодежью и подростками. Наши активные спортсмены принимали участие в престижных городских, республиканских и международных соревнованиях и завоевали 9000 медалей. В прошлом году в рамках провозглашения Душанбе культурной столицей Содружества независимых государств в 2021 году было проведено более 300 различных городских, республиканских и международных культурно-политических мероприятий. Отличники столичных вузов приняли участие в республиканских конкурсах «Таджикистан. Моя Родина. Дорогая. Рассвет мудрости за россияне. Книга. Наука. Свет. Просвещение» и заняли 108 почетных мест. Для благоустройства и озеленения столицы за последние 5 лет в скверах и аллеях высажено 226 тысяч кустарников и теннисных деревьев. Кроме того, за последние 5 лет построено 17 современных парков и 57 аллей. Созданы хорошие условия для отдыха жителей и гостей столицы. Председатель города в своем выступлении также отметил, что в очередном послании президента страны парламенту даны указания к 2026 году, то есть до 35-летия государственной независимости по всей стране ускорить работы по благоустройству и созиданию. На заседании первый заместитель и заместители председателя города Душанбе, председатели районов, руководители подведомственных органов исполнительного органа государственной власти города Душанбе и правоохранительных органов столицы отчитались об итогах своей деятельности за прошедший год.
Далее уважаемый Рустами Эмомали ознакомился с деятельностью компании мобильной связи, отметив, что услуги этих компаний не организованы должным образом. Их показатели превышают уровень и качество деятельности. После всестороннего обсуждения деятельности городских структур в 2021 году принято соответствующие решения и определены задачи на следующий период.